Выполнять проекты благоустройства в арктических территориях сложнее и дороже, но при этом комфортные условия жизни – одно из условий развития Арктики и сохранения малых населенных пунктов. Такое мнение высказали участники пресс-конференции по созданию благоприятной городской среды в арктических регионах Северо-Запада. Обсуждение прошло в онлайн-формате на площадке информационного агентства ТАСС. Позицию нашего региона представил руководитель профильного ведомства Виталий Поправка. Ольга Коняева о том, как на севере сделать жизнь комфортнее. В Архангельск мы выезжаем дня через 2, я думаю, к пятнице будем в Архангельске. Потом отдельно сообщим. Милости просим, коллеги, приглашаю всех. Добро пожаловать к нам, обменяемся опытом. Коми, Карелия, Архангельская и Мурманская области. Участники онлайн-встречи регионы СЗФО с присутствием на арктической территории. Всего час общения, но уже понятно, чему и у какого субъекта можно поучиться. От конкретных проектов благоустройства, например, заинтересовал экопарк Архангельской области, он вошел в лучшие практики России, до подходов к реализации программы по формированию комфортной среды. В Мурманской области создан Центр городского развития. В нем сконцентрирован интеллектуальный потенциал. Так решается первоочередная проблема отдаленных северных территорий – кадровый голод. Это коммуникация, консультация, методика и проектирование, ну и, конечно же, сопровождение в реализации. Для этого требуются профессионалы и специалисты разных направлений. Это не только архитекторы и дизайнеры, это, безусловно, социологи, экономисты, инженеры. Мы всячески приглашаем на работу к нам различного рода специалистов, не только из Мурманской области, но и из столицы, из других регионов. К примеру, я сам приехал из Ярославской области сюда работать. Отдаленные территории – это транспортные расходы. Короткое лето – это сжатые сроки реализации. Суровые погодные условия – это специальные технологии и материалы. Конечно, заниматься благоустройством на севере куда сложнее, что и влечет за собой удорожание. Например, Воркута – моногород. Здесь есть свой уголь и много снега. А вот стройматериалы, оборудование, архитектурные формы сюда везут ЖД-транспортом. Что такое отторговать благоустройство, работу, услуги, товары в Костромской области или в Ростовской области на 100 рублей, это совершенно разные цены или разный объем работ возможных, чем это сделать можно в Воркуте. Поэтому мы, конечно, поддерживаем стопроцентно необходимость дальнейшей реализации мероприятий по благоустройству на арктических территориях, но в то же время предлагаем одновременно пересмотреть подходы в плане объемов государственной поддержки. Программа «Комфортная городская среда» действует с 2017 года. До этого так масштабно благоустройством в стране не занимались лет 20, не меньше. Уже сейчас сделано немало. Только в этом году в Коми на общественные и дворовые территории направлено более миллиарда рублей с бюджета всех уровней. И важно новые объекты сохранить. Это тоже расходы как для муниципалитетов, так и собственников многоквартирных домов. Но кто в ответе, например, за новую детскую площадку во дворе, найти порой невозможно. В Республике Карелия существует такая практика, что дворы при подаче заявок уже должны представить решение общих собраний о том, что они готовы вновь введенные объекты взять в дальнейшем в эксплуатацию и обеспечить их обслуживание и содержание. Соответственно, по таким территориям, которые у нас реализуются в рамках комфортной городской среды, мы такой проблематики не имеем, и такую практику мы, собственно говоря, ввели с 2017 года. Работа по старинке – это антиусловие для развития северных территорий, потому и жилищно-коммунальное хозяйство поэтапно выводят на новый уровень. Внедряются энергосберегающие и цифровые технологии. В Архангельской области, к примеру, 4000 домов планируют оснастить сервисом «Умный двор». Проводим интеграцию наших систем управления для управляющих компаний с системой «Дом-контроль». Эта система позволяет цифровизировать процессы управления многоквартирными домами. В частности, там очень хорошо реализована умная аварийно-диспетчерская служба, то есть ни одна заявка не пропадет, она всегда будет отслежена, проконтролирована. Ну а также это и учет энергоресурсов, это и электронное голосование. Участвовать в федеральной программе по благоустройству могут только населенные пункты, где проживают более 1000 человек. И тут в нашей республике есть что предложить. Региональный проект «Народный бюджет» для всех. Действует 3-й год и помогает решать небольшие, но очень важные для жителей проблемы. Эффект настолько положительный, что руководство республики с каждым годом значительно увеличивает финансирование народных проектов. Ольга Коняева, телеканал «Юрган».